Друзья, на этих выходных вся наша страна будет занята на субботниках. Люди будут благоустраивать территории, работать на своих местах, делать нашу страну чистой и красивой. Казалось бы, хорошее дело поработать на благо своей страны. Но мы-то с вами знаем, что это все носит добровольно-принудительный характер. И те, кто откажется отработать один день бесплатно в добровольном принудительном порядке на благо своей страны, ожидают неприятности с нанимателем. Как известно, в нашей стране практически все экономически активное население работает по срочным трудовым контрактам. Это значит, что в любой момент по окончанию, имеется в виду контракта, наниматель может уволить с работы того или иного не понравившегося ему работника. Если работник откажется выйти на субботник, соответственно, он испортит отношения со своим работодателем и рискует остаться без работы. Но надо помнить, что согласно законодательству нашей страны, работа на субботниках является добровольной. Каждый работник сам для себя решает, сколько ему поработать и как работать, либо какую часть со своей зарплаты отдать в пользу субботника. К сожалению, в нашей стране субботники используются для пополнения дырявых местных и республиканского бюджетов. За счет бесплатной рабочей силы власть пытается компенсировать свои провалы в экономике. Какой выход? Выход самый простой – поощрять и развивать волонтерство, чтобы люди от чистого сердца по своей инициативе выходили и благоустраивали территории, приводили наш общий дом в порядок. Важно сделать так, чтобы субботник для каждого являлся праздником, а не принудительным бесплатным трудом. Подписывайтесь на наш канал, впереди нас ждут еще многие интересные новости.